Фузаил Махсум родился в Гармской области в деревне Метанина, нынешний Таджикабад. Там до сих пор живут его потомки. Он был правителем Каратегина и в то же время главнокомандующим армией муджахидов. Фузаил Махсум в 1920 году собрал около 6000 бойцов и объединился с Анвар-пашой в Восточной Бухаре и сражался с Красной армией. Но потерпев поражение, Фузаил Махсум вернулся в родной Каратегин, и в 1923 году он объединил все силы ради защиты своей религии, земли и народа. Фузаил Махсум в то время был самым опасным противником для Красной армии. Красная армия всеми доступными силами пыталась ликвидировать или изгнать армию Фузаила Махсума с этой территории. Для этого Красная армия организовала военную экспедицию с военными самолетами, поскольку трудно было воевать с каратегинскими таджиками в таких высоких горах. Фузаил Махсум не смог противостоять сильной и хорошо организованной Красной армии, и в начале 1924 года он покинул Таджикистан и перебрался в Афганистан. Он неоднократно пересекал советскую границу через Пянч, и, наконец, в 1924 году он взял под свой контроль Каратегин. Спустя 5 лет, 23 апреля 1929 года, Красная армия с боевыми самолетами опять захватила Гарм. Фузаил Махсум 3 мая 1929 года с оставшейся армией пересек границу Афганистана. После Красная армия в Каратегине подожгла и уничтожила много исламских книг. Ни для кого не секрет, что официальная идеология Компартии насаждала среди населения атеизм, а все христианские и исламские ценности должны были исчезнуть. В 1984 году группа таджикских туристов во главе с председателем Республиканского совета по туризму Тодыхудо Рахматовым побывала в Индию. Туристы посетили Тадж-Махал. После намаза они осматривали достопримечательность, разговаривали на персидском языке, и в это время к ним подошел пожилой имам. Оказалось, что старик был родом из Таджикистана. Тодыхудов и его спутники были рады встрече с соотечественником. Тодыхудо рассказал ему о процветании региона, в том числе и о том, что он родился в селе Чалдара в Тавильдаре. Старик был потрясен, услышав о Тавильдаре, и спросил, помнят ли люди Фузаила Махсума, что они знают о нем и что говорят. Дидохудо ответил, Фузаил Махсум воспринимается новым поколением как муджахид, враг советской власти. Но многие в простом народе считают его героем. Мы также знаем, что он покинул Афганистан в 1929 году, и больше информации о нем нет. Возможно, его уже нет в живых. В это время старик с поднятой головой ответил, Фузаил Махсум жив, он стоит перед вами. Тодыхудов и его товарищи пребывали в помешательстве. Далее Махсум рассказал, что приехал в Индию из Афганистана в 1950-х годах и сейчас является имамом одной из мусульманских мечетей Агры, в мечети, где много иранцев, пуштунов и таджиков. Каратегинские таджики, которых иногда называют гармцами, это особая локальная группа таджиков, этнокультурная общность которой проявляется не только в специфическом каратегинском диалекте, родственных связей и бытовом укладе. С прошлых веков каратегинцы имеют репутацию особо ревностных мусульман. Очень многие каратегинцы еще в 19 веке служили муллами в кишлаках в других регионах Средней Азии. Каратегин населен исключительно таджиками. Этот народ арийского происхождения, высокого роста, от светлой до смуглой кожи, обычно поросший волосами и красивыми чертами лица. У горных таджиков-гармцев таков закон: если заходишь в чужой дом, будь там слепым, а когда выходишь, будь немым. Не ищи недостатка в доме, где находишься, а если увидел, то никому о них не говори. Муджахидское движение в этой исторической области было подавлено лишь в 1930-х годах. В годы советской власти каратегинцы, как локальная группа, служившая опорой муджахидского движения, находилась в опале. Например, представители каратегинской элиты никогда не занимали высоких партийных и государственных постов. Именно этим нужно объяснять в первую очередь и высокую активность каратегинцев в гражданской войне 1990-х годов на стороне оппозиции. Гармцы – остатки древнейшего населения страны. Они отличаются от остальных даже внешне. Как уже было сказано ранее, они высокие, часто светловолосые и светлоглазые. Жители Гарма похожи на обитателей Средней Европы.
Гарм на сегодняшний день самая низшая, отсталая и неравноправная часть страны. Сейчас Гарм переименован в Рашт. Он расположен в горах по среднему течению реки Вахш, правого притока Амударьи. Кармские таджики до сих пор покидают свои земли из-за ущемления их прав диктаторским режимом. Многие ученые ислама в Таджикистане были родом из Гарма. Сейчас многие гармцы живут в странах Средней Азии, Ближнего Востока, а также в Египте, Пакистане, Афганистане и Индии. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте лайки, а также при возможности подписывайтесь и на инстаграм канала. Ссылку оставлю в описании.